Тогда мы не спешим, какая просьба? Сейчас где будем брать? Если такая хорошая погода, то тогда будет Хорошо. Я тоже так считаю важным поддерживать эту негосударственную организацию. Сейчас я даже пойму. Ну хорошо. Вот. Амспагин. Господин министр, завтра кончатся ваши гастроли Большого драматического театра в Берлине. Вы довольны с вашей поездкой? Я должен в первую очередь, пользуясь случаем, поблагодарить всех тех, кто занимался организациями этой поездки. Это гражданин Германии Питер Крюгер, режиссер, и Министерство иностранных дел, которые обеспечили нашу поездку и взяли кураторство над этими и гастролями, и моим пребыванием здесь, в Германии и в Берлине. Я думаю, что эта поездка, она и знаменательна, и памятна, и в первую очередь это историческое событие. Впервые за существование нашего театра. Театр впервые побывал в Европе, и начало было это Германия и Берлин. Более того, это политическая акция. Я считаю, что это прорыв в Европу, потому что общество, немецкое общество и все партии, политические партии, общественные движения напрямую имели возможность узнать поближе и историю, и культуру, и быт чеченского народа, вокруг которых на сегодняшний день очень много полемики, и положительного, и отрицательного. А вот этот случай, я думаю, дал очень много ответов на имеющиеся вопросы. Как будет Россия смотреть вот на это дело, эту поездку? Россия будет злиться или будет уже читать нормально? Я думаю, что это естественный процесс. Фактически сегодня повернуть вспять колесо истории невозможно. Чеченский народ не только провозгласил свою государственность и независимость, а восстановил национальную независимость, государственную независимость и в войне отстоял его. И поэтому кому-то может это нравиться, кому-то не нравится, но это де-факто, с которым надо считаться. И поэтому у меня как-то голова не болит по поводу русских, нравится это им или нет. Здесь в Германии люди напугаются о том, что у вас очень часто происходят общение журналистов и иностранцев. И скажите, кто это организует, кто это делает? Потому что я не думаю, что это в интересе чеченцев. К большому сожалению, такие факты имеют место в нашей стране. Но я бы хотел, чтобы и общественность немецкая, и мировая общественность, и сообщество не спешили с такими скоропостижными выводами по поводу похищения журналистов и иностранцев. Чтобы не быть голословным, я имею возможность передать всем, кто имеет интерес к этому, передать документ, который разработан в Кремле аналитической группой, и оно служит как бы инструкцией должностным людям, которые занимаются проблемами или вопросами Чечни. Там открытым текстом сказано, я даже могу процитировать, что они признают, значит, что русские проиграли войну в Чечне, как бы это ни было обидно,
и не только силовые, не только военную акцию, но и информационную. И нужно сделать все, во что бы то ни стало, на сегодняшний день заблокировать Ичкерию. Первый этап – это информационная блокада, второй этап – это тотальная блокада. И в этом направлении спецслужбы России, конечно, преуспели. Первый момент там обозначен именно так, что необходимо, чтобы журналисты стали товаром. И в разоренной после войны разрушенной Чечне найдутся люди, которые захотят заработать быстро и сразу. И такой опыт, он, я думаю, использован в данном случае в Чечне, потому что журналисты в период войны были самыми нашими близкими людьми, и мы им очень благодарны за ту правду, которую они выдавали в мир, независимо от того, как российские политики или же политики других западных или европейских стран не пытались завуалировать страшнейшую войну, направленную на уничтожение чеченского народа, но делать его внутренним делом России. Именно благодаря журналистам все становилось на свои места. Как этот документ попал в ваши руки? Я думаю, что это не совсем большой секрет, что в Москве тоже есть здравомыслящие люди и политики, которые оценивают ситуацию реально и понимают, что с Ичкерией нужно разговаривать как с независимым государством, и гарантия стабильности и на Кавказе, и в самой России – это установление дипломатических отношений именно с Ичкерией. И поэтому действительно этот документ мы получили от наших друзей. Я сейчас не буду называть их имена, их много. Я думаю, что 2000-е выборы и в Государственную Думу, и 2001 год выборы президента России, эти силы просто должны победить. Мне кажется, что они победят, и что все-таки здравый рассудок победит и в российской политике. А в этом документе не только обозначены вот эти два этапа: похищение журналистов или похищение иностранцев. Похищение журналистов – это с целью изолировать Чечню, информационную, от информации. А похищение иностранцев – это чтобы предостеречь иностранных инвесторов. На сегодняшний день российское правительство не выполняет ни одно из тех соглашений, которые они подписали, включая договор о мире 12 мая, 18 августа, 18 августа межправительственное соглашение, где Россия обязалась восстановить нанесенный материальный и моральный ущерб. На сегодняшний день ничего этого не сделано. И, конечно, с нашими силами нам сегодня тяжело. Очень тяжело, но слава Всевышнему, мы слишком большую цену отдали и за независимость, и за нашу свободу, что сегодня ни на какие экономические, из-за каких-то экономических привилегий от основных позиций чеченское руководство никогда не отступится. То есть от отказа обустройства независимого государства. И поэтому русским очень не нравится, если кто-то нам извне будет помогать, и мы попытаемся стабилизировать экономическую обстановку республики. За этим последует и вообще стабильность и в республике, и в соседних регионах наших. А это сегодня не всем российским политикам и не всем военным России не нужно. У кого-то еще чешутся руки, еще кто-то не успокоился от этой позорной войны, от этой позорной акции. У меня вопрос еще. Это после 2001 года люди боятся, что это может повторяться? Безусловно, я бы не назвал бы это страхом, но мы настолько привыкли любым коварством и любым коварным
действиям со стороны Российской империи, что мы готовы. И на сегодняшний день, если русские это хотят преподнести мировому сообществу, что это отложенный статус, это означает отложенная война. Если до 2001 года не будут действительно определены взаимоотношения России и Ичкерии, я предполагаю, что будет еще одна попытка решить эти проблемы военным путем, силовыми методами. Потому что один из их дипломатов в открытым текстом нам заявил об этом в Хасавюрте еще, когда подписывалось это соглашение. Ничего, пройдет 5 лет, мы окрепнем, мы вам еще покажем. Но это нас не пугает, безусловно. Ничего, для нас это не новость. Но сегодня нам непонятно другое. Почему Европа так хладнокровно относится к этим событиям? А это же та же самая Россия, которая разделила Берлин на 2 части в 12 часов ночи, и близкие и родственники остались на разных баррикадах, и прошло десятки лет, когда они не могли встретиться, побывать у друг друга ни на похоронах, ни на свадьбах. Это же та же политика, это те же силы, которые сегодня пытаются внушить миру, что Ичкерия – это внутреннее дело России. Как сейчас действует эта российская блокада против Чечни? Все-таки там что-то придет к вам или... В этом отношении тоже русские сделали все. То есть мы уверены, что это было заказное убийство, событие, трагическое событие с Красным Крестом в Старых Атагах. По предварительным нашим последствию мы вышли на Москву и запросили у них выдать повинных или же исполнителей этой акции. Но на сегодняшний день мы не получили от русских никакого ответа. То есть они отказываются выдавать их. То же самое произошло, когда освободили журналистов, и наша следственная группа выехала в Москву для того, чтобы опросить и взять у них показания, как от пострадавших. То же самое. Нашу следственную группу не допустили до тех журналистов. Это означает, что на сегодняшний... Это несмотря на то, что есть договор между МВД Российской Федерации и МВД Чеченской Республики Ичкерия о взаимодействиях. На сегодняшний день этот документ не работает. И поэтому вот те случаи, которые имеют место в республике, те запланированные акции, которые ведут спецслужбы России на территории Ичкерии, конечно, нас очень многого лишает. Лишает тех реальных возможностей привлечь туда и зарубежных инвесторов, и соседних регионов людей, которые могли бы нам помочь оказать действительно действенную помощь в становлении, в подъеме и в развитии и экономики, и по всем другим направлениям. Я надеюсь, что будет скоро, поскорее, такая надежная ситуация в Чечне, что люди же нельзя бояться туда поехать. Здесь тоже люди напугаются, что сейчас Чечня построит исламское государство, исламский вопрос, потому что все-таки там чувствуется, что там много тоже прикажено, эта религия, и все же вдруг должны все женщины платья одевать. Есть тоже женщины, которые это не хотят, все-таки они должны делать. Вы вчера выступали там в турецкой общине, и я там участвовал, слышал вашу речь, мне интересно было. Скажите что-то об этом вопросе. Я скажу просто очень коротко. Если кто-то пугается ислама, это просто от незнания ислама. От незнания. Просто нужно попытаться изучить ислам, и никакого страха нет. Чеченцы всегда были мусульманами и проповедовали ислам. И на сегодняшний день, если вы говорите, какие структуры власти у нас действуют, я вам могу перечислить. Есть президент, есть правительство, есть парламент, избранный народом. Оно уже само за себя говорит, какое государство мы будем строить и какое мы строим. У нас 162 общественные партии и политические движения зарегистрированы в республике. У нас 34 независимых газет и журналов, которые издаются в республике.
По-моему, этого вполне достаточно, чтобы понять, что мы строим действительно демократическое государство, и плюрализм мнений стоит на высшем месте. Это и есть приоритетное начало в нашей политике, и внутренней политике, и внешней политике. А что вы сейчас ожидаете от Германии? Германия же финансировала Россию во время горячей войны. Разве Я, не честно тоже пора? говоря, Да. от сегодняшнего руководства Германии я ничего не ожидаю, особенно после того, как немецкое руководство присудило огромную денежную премию Ельцину в 1996 году. Я это оцениваю именно, они одобрили убийство 120 тысяч граждан, мирных граждан в республике. И поэтому сложно сейчас говорить о каких-то таких стратегических изменениях в политике по отношению к Кавказу и к Ичкерии со стороны немецкого, германского руководства. Но я уверен, что немецкое общество эту акцию не одобряло, мы это знали, мы это ощущали, мы это и в период войны ощущали, потому что это тоже не секрет ни для кого. На стороне отрядов сопротивления воевали немцы против русских, в наших отрядах были, и сама общественность немецкая. Я должен сказать, друзья из Германии дважды восстанавливали детскую больницу, приезд немецкого театра в нашу республику, невзирая ни на что была эта блокада, что русские препятствовали их поездке туда, всячески блокировали. Но это действительно была сенсация, когда приехала немецкая театральная группа в разрушенный город Джахар, и они дали представление. И поэтому мы не связываем политику и общественное мнение. Мы уже привыкли в течение многих лет разделять, потому что руководство всегда ведет свою политику, потому что у них свои интересы и в России. Это связано на сегодняшний день, это ни для кого не секрет, Россия является сырьевым придатком и для европейского капиталистов, и для западных капиталистов. И, конечно, они не захотят и не хотят раздражать своего и политического партнера, и коммерческого партнера. Нам это понятно. Но мы это не связываем с народами, и с европейскими, и с западными народами. Сейчас какие у вас самые главные проблемы сейчас в Чечне? Вот это? Я знаю, услышал, что там нашли Радиоактивные отходы. Да, на сегодняшний день русские оставили очень много радиоактивных веществ, и мы почти через каждый месяц обнаруживаем все новые и новые захоронения. Там было специальное место для захоронений радиоактивных отходов, это радон, но помимо этого мы после отхода русских с территории Ичкерии обнаруживаем в непредусмотренных местах вот такие радиоактивные отходы. Минные поля, которые не разминированы. И на сегодняшний день русские не то что не помогают, даже не дают нам карты для того, чтобы мы могли по их картам проводить какие-то саперские работы. И почти каждый день или скотина, или ребенок взрывается на этих минах. Война в Ичкерии продолжается, но она просто приобрела другие формы, более нечеловеческие. Когда открытая война шла, люди как-то еще пытались спастись, застраховаться, уйти. А сегодня вроде бы и нет войны, вроде мирное время, почти каждый день погибают, почти каждый день происходят катастрофы. Конечно, тяжело, но я думаю, что и этот этап выдержит наше общество. Я 2 раза был вот в Чечне, и там видел разрушенный город, и что тоже бомбы сперва разрушили национальные здания, как музей, как библиотека, как школы. Особенно тоже меня раздражал вот это разрушенный университет. Разве не было хорошее дело, если немцы построили вот это университет? Было хорошее дело? Было бы, конечно, хорошее дело, если бы немцы сегодня
Я вам открыто говорю, мы не нуждаемся в каких-то таких мелких подачках в виде макарон там, или печенья, или варенья. Если это будет действительно и памятное будет, и историческое будет, что после разрушения вот немцы восстановили здание университета или же библиотеки. Это было бы большое дело, конечно. Хорошо, спасибо за встречу, за разговор. 열리나? 안도가 좋아. Ja. Ich will auch, dass Sie ein bisschen nach Berlin aufnehmen, so ein kleines paar Lichtblicke hier. А у тебя папа, конечно, был? Фракция зеленой партии был в Москве. Мы там общались со всякими московскими лидерами. Сюганом, все там вообще, которые имеют там эта партия, кроме этого дурака. Стену в 60... Не, в 50 каком году они установили стену, разделили? В 61-м В 61-м разделили город, да? В это время мы отдыхали у бабушки и дедушки в Западном Берлине, где они там... Aber ich habe bessere Bilder zu Hause davon, große, bunte, ne? Also ich habe das besser zu Hause. Das zeige ich Ihnen. Ja, kann er noch was dazu sagen? Ja, ich habe bessere davon. Ich habe у меня лучше есть, это большие, вот, которые мы недавно, das эти Minenopfer пестрые, oder? Minenopfer. Mine, ja. Ich habe bessere zu Hause. Ja? Bunte, große. У меня лучше. Reicht. Okay.